А вот не отлынивали, это какая-то система трудового воспитания или как это вот объяснить? Или это просто в семьях это было, даже не в школе, это как-то прививали вот эту. Ну, было неловко, как-то вот стыдно ничего не делать. Вообще девочке было стыдно плохо учиться. У нас как-то вот все более-менее, ну, преуспевали. Вот. Ну, как свидетельство это то, что кем люди стали. Мои одноклассники, вообще выпускники из маленького поселочка. Понимаете, сегодня ведь репетиторов по каждому предмету. Я вот думаю, насколько была система образования выстроена, мне кажется, верно. Ничего не нужно было придумывать. Вот. Мы много читали. Понятно, что сегодня есть замена. Компьютер — это ведь неплохо. Такой голод был информационный, правильно? Как хотелось слушать там пластинки какие-то интересные. Все отболит, и мудрый говорит. Нам у одноклассницы привез из города слова этой песни, и мы переписывали, нам хотелось так. Был информационный такой голод. Вот, но в каждом доме у меня, например, у родителей была библиотека. Вообще, я помню, что дома звучали пластинки с записями сказок. Это еще в детском саду. Вот. И вообще мы много читали. А помимо того, что надо было хорошо... Ну, видите, я сама... Вот это на уровне, наверное, подсознания. Надо было хорошо учиться. И одновременно стыдно не учиться. Как эта девочка и не учится. А внеклассная у нас деятельность была настолько такой яркой, насыщенной. Если ты пионер, ты, значит, за что-то должен отвечать. Да? Ну или октябренок тоже, были же звездочки октябрятские. Вот. Ты можешь буквально быть там цветоводом, и это тоже ответственно. Попробуй только не выполнить задание. Тут же мы же сами собирали собрания, порицания всевозможные, да. Нам даже взрослый не нужен был. Мы знали, как друг друга, знаете, воспитывать. Вот. И в пионерии то же самое. Как-то вот мне пионерия больше запомнилась, потому что комсомол, это уже как-то было, я видела, что мы немножечко уже притворялись, притягивали за уши. Как-то вот, если честно, я видела вот эти недоразумения, притворства какие-то. Вот. А пионерия, вот тут вот мы жили. Я не могу сказать, что что-то было не так. Ну пусть в рамках там идеологии, мне все равно. Мне было радостно, хорошо, светло, феерично, незабываемо, и я ностальгирую.